Эпизод, рассказывающий о героическом подвиге, Чотчаева Исхака Исмаиловича. Он написал к себе домой письмо о том, как протекают военные события при защите Сталинградской битвы. Он в самом гуще, в самой середине Сталинграда отстаивает Сталинград от фашистов. И рассказывают о том, что каково было тяжелое положение в этом минуте. Гитлеровская Германия во главе с фельдмаршалом Паулюсом, 300-тысячная армия завладела по существу Сталинградом. И шли уличные бои. Вот когда шли уличные бои, в этот момент он пишет домой письмо и говорит, что они очень нуждаются в еде, в пище. И не только, а ее жена... Кто он написал? Кто написал? Написал Исхак Исмаилович Чотчаев. Жене писал. Да, семье своей написал, что в очень тяжелейшем положении находится положение, солдат, которые, которые защищают именно Сталинград. Однако, несмотря на такое тяжелое положение, они отстаивают каждый клочок земли сталинградской. И она получила письмо и решила, наведать своего мужа. Таким образом, она собрала целый контейнер, вагон пищу, понимаешь? Туда, было готовые, и кайма, и сахар, и, мясо сушеное. Все было, изготовлено в таком плане, целый, контейнер. И она, в этот вагон загрузила вместе со своей племянницей. Она не знала ни одного слова по-русски. Но племянница ее была, хорошо владела русским языком. И вот они двинулись поехать встретиться со своим мужем. Повезли они продовольствие. Приехали они туда, как говорится, левый берег Волги, и напротив, где идет самая гущая война идет. Но сумела она найти, вот в этой суматохе, найти свою связь со своим мужем. И, она доложила и сказала, что его отпустили на 5 часов, всего-навсего. На 5 часов. И он, переехав на левый берег реки этой самой Волги, убедился, что она приехала не одна, и не, как говорится, целый вагон продовольствия привезла она. И вот она, говорит, пожалуйста, своему полку, который голодает, это все надо, говорит, передать. Сумели они ее перетащить на правый берег, где они, у них сразу, как выйдешь, на берегу реки они, их дислоцировались они. И вот, он перетащил всю эту пищу туда и сам, побыл 5 часов всего-навсего со своей женой, и, то, что, как говорится, он рассказал, что она, жена, со своей племянницей привезла продовольствие. А благодарности конца края не было. Настолько это было именно нужный момент.
время, когда, значит, Остро и нуждались с в большим питании. удовольствием, с большой благодарностью от руководства, значит, имеется от командования этой самым полком, значит, и она побывала с ней, с женой своей, и они расстались. И она пожелала ему, значит, всего прекрасного и уехала. Приехала домой, значит, после всего, значит, через 9 месяцев она родила себе сына, вот этого Хасамбия. Хасамби родился, вот этот, мы были у них, вот сейчас он, Хасамби живой, А где он жил? Мемеде, в Чапае, Чапаях. в аул Чапай, и там, значит, его семья Хасамби, у него, значит, 2 дочери, 1 сын, значит, живы, здоровый. И вот мы, значит, когда я вот был с этим, побывал по установлению памятника в Волгограде в 2013 году, и много материала мы собрали, привезли, значит, и то, что тогда нам показывали, вот это, съемки делали, ни одного случая, эпизода не показали нас по телевизору. Я вынужден был обратиться к заведующему телевидением, значит, там фамилия, в общем... Волгоградского телевидения? Вот, это было в 2013 году. И я захожу к нему и говорю, вот так, вот так, вот так. Мы были приглашены. При приглашении, значит, много снимков сделали. Мы выступали, благодарствовали, установили памятник, вернулись, и ни одного нашего вот этого представителя никого там не показывают. Как это так называется? Он мне говорит, вот, говорит, его родители, то есть, значит, того солдата, который погиб, там, говорит, Чапае, пожалуйста, кого хочешь, бери с собой. И заново, значит, организуй видеосъемки. Я вынужден был, значит, как говорится, это самое, журналиста Ахмата Расуловича. И вот мы поехали туда и сделали снимки в доме Хасамбия. Он уже взрослый, как говорится, со своими детьми. И он, оказывается, до нас он ездил туда проведывать. Несколько раз он ездил в Сталинград. Сегодня он называется Волгоград. Значит, и когда мы вот привезли, вот мы появились у них в доме, сказали, мы хотим показать по телевизору, сколько вот, как ваш отец воевал, кто привез, что привез. И вот о ее матери, значит, и ее мать, она называлась, как говорится, значит, это Сапрахан Чотчаева, его жена. Значит, вот она вот такой мужественно проявила себя, привезла продовольствие и, значит, встретилась с мужем, поблагодарила всех и уехала. Вот такой, значит, в такой период это было сделать, это было, как говорится... Это подвиг, подвиг совершила. Да. И вот в связи с этим, значит, хотелось бы, значит, на сегодняшний день вот этот, мы по телевизору уже показали то, что не сказано было, то, что там было сказано, то, что было здесь, в доме его, в ауле, значит, Чапай, село Чапаевка. И вот они, значит, по существу ее героический поступок, подвиг был отражен по телевидению Карачаево-Черкесии. Вот так вот могу, значит, на сегодняшний день сказать. Надо ж, какая героическая женщина. Это вообще, я считаю, да, это сколько сил и воли надо, да? Таких эпизодов много, которых остаются неизвестными. Но на сегодняшний день вот мы озвучили и сказали, пусть знают, пусть слышат, пусть видят. Как надо быть верной и предупредительной, болеть душой,
как они там, голодные, холодные, и Но ехать на фронт. она предусмотрела все, понимаете? Она была умная женщина. И она геройский подвиг. А ее, значит, вот эта Неме, племянница, тоже оказалась, значит, такая мужественная, значит, переводчицей. А как ее фамилия имя эту А ее фамилия на сегодняшний день, вот этот герой, вернее, глава администрации есть, Где? и это ее бабушка, А его бабушка. какой глава администрации? Где? Темрезов. А, не администрации, глава республики? Темрезовна бабушка сюда. Но мы как-то хотели, Это значит, надо ж пока здорово. не метникемся, но я Ничего, знаю о том, здорово. что Надо к ней что он- пойти в гости. Что он является племянницей, вернее, значит, бабушка ее, вот это была, значит, переводчицей и племянницей этой. Надо ж, а. Нашего Вот. президента местного, нашего главы Рашида Темрезова бабушка была, как говорится, на линии фронта. Да. Спасибо вам за эту новость. Спасибо, Спасибо. пожалуйста. Самое главное, как вы сказали, нельзя забывать. Надо, Ну, чтобы да. знали историю. Спасибо, Абук Джамашуевич.